Запрос, если привлекаться для датцу. Мы должны ответить, если привлекался, да, если нет, так нет. Студент третьего курса Магомед Гайтукиев выступил с докладом о терроризме и его истории. Проделав большую работу, он пришел к выводу, что одной из самых важных причин его возникновения является месть в сердцах людей. Каждый человек таит в себе какую-то обиду, но с болью все справляются по-разному. Магомед вынес для себя много полезной информации из этой встречи. В нашей культуре нету плохих адатов и так далее. Они ведут к правильным принципам. И я думаю, что если мы будем воспитывать себя, такие проблемы, как терроризм и иные глобальные проблемы, они все-таки устранятся. Эта проблема касается всех нас, и мы должны знать о ней хотя бы, и в дальнейшем предпринимать какие-то действия для ее устранения. Для Асхаба Бихоева почти все сказанное на мероприятии не является чем-то новым. Будущий правовед считает, что это норма, которой должны придерживаться все. Однако многие люди слишком легко поддаются чужому влиянию. Родители должны с раннего возраста прививать своим детям тягу к знаниям, чтобы те развивали в себе критическое мышление. Тогда они будут понимать, что плохо, а что хорошо, и не будет никаких проблем. На самом деле у меня таких случаев не было, так как такие политические видео, которые находятся в соцсетях, в основном это может быть дезинформация и просто провокации. Поэтому я предпочитаю просто их пропускать и даже не обращать внимания. Представители районного совета депутатов и органов по борьбе с терроризмом отметили, что социальные сети являются наиболее популярной площадкой для вербовки уязвимых подростков. Детям кажется, что если они изменят свое имя и локацию, то их не найдут. Но это далеко не правда. 15-летний парень в 2016 году поставил лайк на публикации запрещенной группировки. Его очень быстро нашли. Эта история создала много проблем ему и его семье. Молодежь должна быть бдительнее. Конечно, мы все знаем, у нас обстановка по всей России, да и в целом мире нестабильная, поэтому молодежь должна знать, какое зло приносит экстремизм, терроризм в том числе. Конечно же, они должны понимать, какую ответственность несут за то или иное действие. В завершении встречи каждому докладчику выдали благодарственную грамоту за проделанную работу. Подобные мероприятия в этом месяце будут проводить часто. Они включат в себя книжно-иллюстративные выставки и конференции. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз 24.